Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Машолы. И сразу переходя к нашему разговору. Смотрите, как известно, филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» Чеченской Республики открылся 1 июня 2023 года. Как изменилась ваша работа за эти месяцы? С момента открытия филиала Фонда Государственного защитника Отечества по Чеченской Республике была проведена значительная работа по оказанию помощи решению проблем наших подопечных. Наши социальные координаторы на местах, если говорить, наши социальные координаторы работают тесно с администрациями района, тем самым решая проблемы наших подопечных. И эффективность, это высокого уровня эффективность, уже мы разработали внутренние программы, как это делать, и по этой же программе двигаемся, и результативность 98% решенных вопросов. То есть становление прошло? Все прошло. Мы уже в развитии, мы если уже можно так говорить. Активном нападении, так скажем. Это самое главное. А чем наш филиал, я скажу, наш филиал может гордиться сегодня? Какие специалисты и кабинеты доступны на сегодняшний день? Наш филиал может гордиться предоставленной возможностью помогать ветеранам СВО, их семьям. И кабинеты, говоря о кабинетах, это медицинский кабинет, где сидит психолог, консультирует всех, и юридическая помощь. Также там трудоустройство, подбор работы, тоже кабинеты есть у нас, мы можем это тоже делать. То есть все, что нужно, все есть да, конечно, на сегодняшний день? Да. Хорошо. А сколько обращений поступило к вам за все время работы? Какова частота обращений участников специальной военной операции? С какими вопросами консультируются наши солдаты и ветераны, и их семьи? Говоря... Вот такой длинный большой вопрос. Да. Говоря, давайте по пунктам ответим. Прошу. Первый пункт. Сколько обращений? Их более 9400 обращений. Говоря о чистоте, это 90, как я ранее говорил, 98% исполнения. Эти 2% просто мы в ближайшее время их исполним, просто нужно больше времени для определенных задач. Это переписка с Минобороны и так далее, или назначение каких-то мер. Минуточку, около 10 тысяч обращений. Около 10 тысяч обращений. Из них 98% исполнено. Исполнено, да. И на стадии исполнения эти 2% находятся. 2%? Да. Ну, мы стремимся 100%. Это хороший результат? Это хороший результат. Если даже взять по сравнению с другими региональными филиалами. Да, хороший результат. Хороший. Вот это самое главное. Топ-10, так скажем. Хорошо. А с какими вопросами чаще всего к вам обращаются? Так скажем, топ-5 вопросов. Это первый вопрос. Получение удостоверения ветерана боевых действий. Это юридическая консультация. Это медицинская реабилитация, так скажем. Дополнительно получение денежных выплат в связи с участием СВО. Вот такого характера. Других нет? Других нет. Ну, это основные, так скажем, самые часто обращаемые вопросы. А так, конечно, вопросов очень много. У вас есть какой-то рабочий день, выставленный хронометраж с 8, скажем, до 5, или вы работаете круглосуточно, ненормированный день? У нас изменения в графике произошли, потому что Анна Евгеньевна приняла решение, что фонд должен без выходных работать. Мы разработали и сделали так, чтобы каждый день с 9 до 6 работает весь состав, а в выходные дни мы поставили 2 дежурных. Это социальные координаторы, которые обладают знаниями, как должно быть, принимает людей, берет заявки и обрабатывает их. Уже прям на выходные дни они полностью работу ставят, и если нужны запросы отправлять в другие организации, которые работают с понедельника по пятницу, то они дожидаются рабочих дней и отправляют сразу же. Вы сейчас назвали кого? Это руководитель фонда «Защитники Отечества» и является дополнительно заместителем министра обороны Российской Федерации, статс-секретарем. Это чтобы наши телезрители знали. А то фамилия, имя прозвучало, а должность нет. Прошу прощения, что вас перебил. Смотрите, правильно ли я понимаю, что после возвращения домой участник специальной военной операции должен сразу обратиться в фонд «Защитники Отечества» за поддержкой? Да, правильно понимаете. Он может обратиться
даже он может обратиться с помощью госуслуг, не выходя из дома. Все это на всех площадках уже выставлено, центральным аппаратом сделаны все решения, такие как удобства для наших подопечных. И полностью там на госуслугах можно посмотреть меры социальной поддержки региональные и федеральные. Все То есть меры не обязательно к вам не обяз- именно проходить? Да, может к нам не приходить, может через госуслуги напрямую дать заявку. Но он будет в вашем реестре в любом случае. Конечно будет. А вот какие документы необходимо собрать участнику и ветерану СВО перед визитом к вам, МФЦ, разницы нет? Он может взять паспорт, если у него есть военный билет, если военного билета нету, или удостоверения участника боевых действий нету, выписка из приказа просто берет. Выписки Выписка из приказа. из приказа какого? Минобороны или Росгвардии, разницы нету. Прошу Им прощения за дают. такие... Выписка нужна для получения удостоверения. Выписка в любом случае, Вот. она первостепенная. Ее дают сразу же по возвращению. И он идет с выпиской получить, допустим, удостоверение или льготы. Ну, документ такой любой механизм. какой-то должен быть, Да. подтверждающий Да. участие. Конечно. Хорошо. И такой вопрос. Меры поддержки. Какие меры поддержки сейчас доступны для участников специальной военной операции и их семей? Если говорить о региональных мерах социальной поддержки, их более 27. Это выплаты, льготы, психологическая помощь, медицинская помощь, юридическая помощь, это адаптация жилья для инвалидов. Вот такого характера. Их 27 пунктов. Да. И по всем 27 пунктам Мы вы можем работаете. отрабатывать, да. К вам обращаются. Конечно. А бывают какие-то сложности в Не- решении вопросов участников специальной военной операции? Нет решений, проблем никаких нет, потому что есть поручение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова от 3 января 2023 года о тесном взаимодействии всей исполнительной власти и муниципалитетов с Фондом защитника Отечества. Мы, ссылаясь на этот пункт, на это постановление, все вопросы решаем, протокольного поручения. Социальные координаторы. Они ответственны за каждую семью участника СВО. Я Конечно. вас правильно понял? Да, конечно. Это ключевые сотрудники фонда. Фонда, Я да. тоже вас правильно понял. Да, правильно. А какова их роль в основном и какова у них нагрузка? Нагрузка на каждого социального координатора, это, если говорить о регламенте, то это по 100 человек. По 100 По человек 100 человек на одного, на одного? на одного социального координатора. Это постоянная работа, тесная связь с этими людьми. Он должен периодически, каждую неделю звонить, спрашивать, какая проблема, с чем можем помочь. Вот бывает социальное сопровождение. Берем человека и доводим до результата. Вот не такое. дожидаясь, Не пока дожидаясь. участник Да. обратится в фонд, Конечно. координатор У должен нас есть звонить. группы, выездные группы. Помимо этого мы в муниципалитетах, в администрациях районов делаем совещания, выезжаем и там же берем заявления от этих людей. У нас просто, когда человек заявление дает, об обработке персональных данных, это основной, так скажем, без него мы не можем обрабатывать его данные. Поэтому мы берем обработку персональных данных, его вопрос, и уже, приходя на работу, обрабатываем и доводим его до результата. 100 человек – это немного для одного координатора? Мне кажется, нет. Ну, 100 человек. Ну, как он успевает Он, справляться с поставленной задачей? 100 человек, он же, у всех же 100 человек одновременно не возникают вопросы. Это бывает 1-2 человека в день, 3 человека в день возникают вопросы, и мы их решаем. А где вы их обучаете? До открытия филиала фонда по Чеченской Республике все социальные координаторы прошли обучение на базе РАНХИКСа, это Академия при президенте, Москва. Там же они получили повышение квалификации по социальному направлению. Также дополнительно каждую неделю по понедельникам в режиме ВКС у них проходят обучающие семинары длительностью 1,5 часа. И по всем вопросам там идет обсуждение, раскрытие тем. И тем самым они повышают свою экспертность. Это повышение не те квалификации. соцкоординаторы, которые были в начале. Это уже другие люди, обладающие дополнительными знаниями. Ага, вы уже работаете на этой волне? Да. Мы дополнительно проводим психологические тренинги, собираем всех социальных координаторов, потому что у нас же психологическая нагрузка идет на человека, потому что он погружается в проблему человека, и тем самым он может из колеи выйти.
Поэтому психолог с нашими социальными координаторами дополнительно работает. И тогда у меня вот такой вопрос. Смотрите, как только данные демобилизованных попадают в реестр, социальный координатор предлагает помощь, не дожидаясь обращения участника СВО к вам в фонд. Как я понял. Все правильно, да? Правильно. Вот как все это устроено? Он звонит, он приходит, приносит какие-то К сожалению, документы. у нас заявительный характер, но есть выездные группы. Если он не приходит, то мы приходим к нему. Допустим, бывает очень много инвалидов, к сожалению, но мы выезжаем по всем районам, не дожидаясь, что он придет. Такую работу проводим. Это что ж получается? Участник, ветеран пришел с фронта, Да. вы сами предпринимаете первые шаги, чтобы его ввести в реестр? Да, да, конечно. Это обязательно? Да, это обязательный пункт. А какой заботой окружены семьи погибших и какую помощь они получают от филиала, от фонда? Да, за последний, так скажем, за 1,5 года нашей работы фондом инициировано более 300 мероприятий при поддержке фонда Ахмата Хаджи Кадырова. Аминь. Мы совместно с фондом организовали более 300 мероприятий, таких как походы в театр, походы, культурно-массовые мероприятия, это посещение концертов, это лагеря оздоровления, вот такого характера все мероприятия. Более 300 мероприятий за 1,5 года. А сколько у вас координаторов вообще? У нас координатор 45 человек. Это мало, много, достаточно? На данном этапе достаточное количество, но в ближайшее время, когда все закончится, демобилизованных станет больше, количество, конечно, увеличится. Потому что нереально 45 человек обслуживать огромное количество. То есть вы работаете на опережение? Конечно. Это тоже. Мы уже подготавливаем людей, что будет определенная нагрузка, что нужно быть готовым к всему. А как к вам попасть на работу? Допустим, сейчас нас смотрят молодые люди, заинтересовались, решили подойти к вам, принять участие, так сказать, выполнить свой долг. Попасть в работу, если он Если это нужно для вас. Да, если вот когда у нас появится штатная единица, мы дадим информацию Центр занятости, будет конкурс. На конкурсной основе самые лучшие из лучших попадут к нам на работу. Он пройдет обучение. Конечно. Без прежде чем обучения, приступить. вот смотрите, когда человек поступает на работу, его берут не сразу соцкоординатора, его берут помощником соцкоординатора. И он проходит какие-то этапы, это длится где-то 2,5 месяца, обучается, если он подходит под категорию, его Аттестация. берем. Конечно, аттестация это однозначно. И по итогам аттестации вы решаете. Да. Хорошо. А вот можете привести примеры обращений, успешно решенных фондом, филиалом? Ломайл, их 98%. Ну, самые такие основные, вот хочется услышать самые от вас. трудные, так Самые скажем, трудные, правильно. трудоемкие. Да, можно так сказать. Это, например, протез. Высокотехнологические протезы, их было немало, но запомнился один человек, это Гидаев Джабраил, который, так скажем, стал другом нашим, часто посещает нас. Мы ему, когда Анна Евгеньевна посещала фонд, она увидела его, он приходил на прием, и было решение, что незамедлительно отправить его в Москву, в 5-е отделение Бурденко. Тем самым он прошел там реабилитацию, поставили высокопрофессиональный протез, и он вернулся и ходит сейчас, как обычный человек. То есть к вам обращаются и с проблемами, не только с Любые теми, проблемы. которые можете вы решить, но и с теми, которые может решить только на федеральном уровне. Никаких проблем Никаких нету. проблем в этом Никаких нет. проблем. В любое медицинское учреждение федерального значения мы можем отправить человека, если он участник СВО. А есть ли какие-то такие вопросы, которые вы решить не можете? Если честно, мы не сталкивались пока. Не сталкивались? Не сталкивались. Таких вопросов нет. На региональном уровне нас ведет Рамзан Ахматович, на федеральном уровне нас ведет Анна Цивилева, и таковых проблем у нас нет. А если придет к вам участник специальной военной операции, ветеран, но без
документов, но он воевал. Вот как тогда выяснить, был ли он или нет, если он нигде не проходит, он не знает, что и как ему Я делать? вам отвечу. Сейчас открывается у нас филиал военно-социального центра. У нас будут представители сидеть, и у них будет база данных Минобороны. Так скажем, они могут проверить, является ли человек участником или нет. А также мы можем по своим базам проверить, является ли он участником или нет. Если он в наших базах нет, то он служил где-то в другом субъекте, то мы можем через ВС это узнать. Никаких проблем в этом тоже нет. А если я Мы можем спрошу, восстановить даже его документы, если их нету. даже это возможно? Конечно. А если я у вас спрошу, сколько у нас в реестре на сегодняшний день участников специальной военной операции, ветеранов, которые вернулись оттуда, из зоны боевых действий, если это не секрет? Это секрет. Это секрет. Это секрет. Нельзя озвучивать. Нельзя озвучивать. Ну а если так примерно хотя бы сказать, Мы говорили просто про услуги. Это 9400 услуг оказано. Ну, так скажем, 5000. Вот так. Точное количество не будем говорить. Ну, около 5000. а в чем самая основная сложность работы нашего филиала, фонда? Так таковых Как таковых? сложностей нету никаких. Нет. Нет. Нерешаемых никаких вопросов Никаких нет. нерешаемых К вам вопросов. приходит участник, ветеран СВО, член их семьи. Вы обязаны решить его вопрос, если так строго поставить. Конечно. Мы Определить обязаны. вопрос. Вы должны решить 100%. его проблемы. Нет иного решения. Только решение. Будь то медицина, будь то какая-то социальная помощь, Да. будь то образование. Санаторно-курортное лечение. Санаторно-курортное Получение лечение. каких-то документов. Все мы должны делать. Нет никаких там, это мы не делаем, другое не делаем. Таких вопросов не должны возникать вообще. Они уже пошли на фронт, рискуя жизнью, мы им обязаны. А много в день обращаются к вам? Если статистику поднять, консультация, просто обращение, спросить, допустим, юридическое какое-то, ну, около 10 человек обращаются. 10 Ну, человек в в данный день. момент их мало. Да, 10 человек плюс-минус. Имеется в виду центральный аппарат. А в районах это вообще, мы же их разместили по социальным. У вас свои пункты? Конечно, нет. Мы разместили их в отделениях Министерства труда, социального развития, это в Кассационном, Центре занятости населения. Отделение филиала? Да, мы их разместили по одному человеку, чтобы они там тоже... Ага, на местах да, работа? Конечно, мы разместили их потому, что где люди массово пробывают, допустим, подачу документов каких-нибудь, если он является участником СВО или член семьи, то наши координаторы, находящиеся там, берут его и ведут до цели. Ну, имеется в виду подача документов, помогает оформлению документов. Это не обязательно в центр к вам приезжать, Конечно. в центральный Нет, аппарат, нет. решать какие-то вопросы. Во всех Уже есть во всех возможность районах решать на есть. местах. Конечно. И плюс у нас есть чат-бот. В чат-боте есть контакты, кто именно закреплен за каким районом. Номер телефона, все есть прописано. Ну и все-таки 2003 год, открытие филиала. Сегодня у нас 2024 год, скоро 2025 год. За это время что самое такое есть у вас, которое вам запомнилось? За все это время работы. Имеете в виду про мероприятие или Про работу вашего филиала. про работу? Обработано очень много данных. Мы занимаем, вот если взять, так скажем, такие целевые направления, то в всероссийском рейтинге мы заслужили такой, так скажем, по адаптации жилых помещений мы стали на 2-е место по всей России. Ну, это заслуга Рамзана Ахматовича, наших социальных координаторов, так скажем. Мы на 2-м Нашего месте. народа. Да, Чеченская республика на 2-м адаптация месте. жилищных помещений, да. В всероссийском рейтинге. Хороший результат. А когда первыми будем? В ближайшее время по всем направлениям мы будем А как первыми. вам удалось стать вторыми? Вы чем отличаетесь? Точнее, наш филиал чем отличается Чем от других? отличается обработка данных в кратчайшие сроки, принятие решения моментально. Мы Вы этого добились. вообще общаетесь с вашими коллегами других регионов? Конечно, общаемся. Видите, как они работают? Видим, мы общаемся. К вам Вот приезжают. мы сейчас недавно, у нас был семинар в Самаре. Я с Самары только вернулся пару дней назад. Там полностью лучшие практики показывали, как в других субъектах делается. Но смотря на это, делаем выводы определенные, где можно подтянуть, где нужно убрать. И возвращаясь домой, семинар очень влияет, так скажем, в положительном русле, что много чего
извлек от этого семинара. И придя на работу, делаешь определенные изменения для улучшения качества оказываемых услуг. А они для себя, представители других региональных филиалов, у нас что-то берут для себя? Ну, они Извлекают для вот, себя что-то из нашей работы? Я уверен, что много чего не извлекает. Наш субъект не похож ни на один субъект, у нас специфика своя, отношение друг к другу другое, и поэтому они, честно сказать, завидуют некоторые субъекты, что такая сплоченность населения у нас. Вы в начале нашего разговора, точнее ты, прошу прощения, сказал о восстановлении, о выдаче удостоверения ветерана боевых действий. С этим тоже возникают какие-то проблемы? Это ключевой момент, потому что, являясь участником боевых действий, возвращаясь с зоны СВО, это основной документ, который у них должен быть. Поэтому это первостепенное получение удостоверения. После получения удостоверения он может пользоваться основными льготами. Он сперва получает удостоверение, и уже дальше мы помогаем ему подать документы по социальному направлению или там получение льгот. Такой вопрос. А для получения данного удостоверения какой документ? Еще раз напомните. Перечень документов это паспорт, выписка из приказа, СНИЛС. Вот такие документы нужны. Спасибо, Перечень что мы у нас можем есть. предоставить, никаких проблем нету. Мы можем по телефону даже перечень перекинуть. Могут обратиться. У вас свой сайт, У нас рабочие, всё горячие есть. У нас телефоны, есть сайт, у нас горячие есть линии. горячая линия, у нас есть люди, которые обзванивают всех социальных координаторов, это определенный контингент людей. Плюс мы дополнительно сделали проверку оказываемых услуг нашими социальными координаторами. Мы проверяем даже своих, как они оказали, довольны ли они услугой, как социальный координатор вежливо ли общался с нашим подопечным. Вот Это тоже вот, необходимо. я считаю, что это необходимо, и для себя решил, что так должно быть в нашем регионе. Что наши социальные координаторы никого не должны, там, так скажем, грубо общаться. Там, или там, если говорить социальным координаторам, они подопечные звонят хоть в 12 ночи, но если люди будут срываться, не понимать, они же тоже находятся в тяжелом состоянии, там, в тяжелом положении. Человек просто так не будет звонить. Поэтому мы их подготовим, что вот такая работа у вас будет. Человек Не может, тяжело вам? ну что делать? Очень Жизнь ответственная такая. работа. Жизнь такая. Согласитесь, работать с участниками, с ветеранами специальной военной операции, с членами их семей, это непросто. Непросто. Это требует очень много Но мы для душевных сил, я бы сказал, Да, в первую мы очередь. для себя сделали выводы, поэтому я осознанно шел к этой цели, поэтому я выбрал эту работу во благо там, наших братьев, так скажем. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы, высказали свое мнение. Удачи вам. И спасибо вам за вашу работу. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И руководитель филиала Государственного фонда защитника Отечества по Чеченской Республике Алихан Инаркаев. Вы сами все слышали. Фонд есть. Фонд работает и будет продолжать работу. У наших участников, ветеранов, СВО и членов их семей есть куда обратиться, где могут решить их вопросы. И это самое главное. И напоследок, друзья, не болейте, будьте здоровы.